Выставочный зал в музее Амитхана Султана в Алупке переполнен. Посетить выставку известного крымско-татарского художника Рамазана Усеинова сегодня пришли десятки поклонников. Алина выросла в семье художников. Сейчас учится изобразительному искусству и дизайну в Финляндии. С детства каждое лето проводит в Крыму. Не первый год поклонница творчества Рамазана Усеинова. Выставка ценна с точки зрения того, что это именно крымско-татарский взгляд крымско-татарского художника на Крым, потому что я видела работы художников из Академии художеств Петербургской, но это совсем другое. Работы Рамазана Усеинова выставлялись в Соединенных Штатах Америки, Китае, Эмиратах, во многих городах Украины, России и Узбекистана. Художник пишет натюрморты, пейзажи и фрагменты быта. В Алупку привез 20 работ. Сегодня здесь представлены картины о Крыме. Вот, например, живописное произведение «Судак». За него Рамазан Усеинов был удостоен медали Российской Академии художеств. Медаль достойному – так называется награда, которую художнику вручал лично Зураб Церетели. Рамазан Усеинов написал свой «Судак» на пленэре, то есть под открытым небом, с натуры. В этом этюде ему удалось передать колорит старых улочек древнего города. Это очень многоплановый художник и художник, который постоянно меняется, как блики на поверхности воды. Несмотря на смену стиля и тематик в своих произведениях, вдохновение у художника не меняется. Рамазан Усеинов коллекционирует старинные предметы из меди и бронзы. Для них художник выделил специальную полку в мастерской. Старинный кувшинчик, джезве, там всякие сахарницы. От нее идет все-таки вот это время, само время. Мы этого не видим, но я когда смотрю на это, у меня поднимается какое-то ощущение, что я и работать хочу, и мне от этого тепло становится. На одну картину у художника уходит от 1 до 3 дней. Признается, пишет быстро. За свою жизнь Рамазан Усеинов создал около 2000 картин. Работы художника в музее Амитхана Султана в Алупке будут представлены еще месяц. Руслан Минаев, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет.